Еще 4 жителей Коми утонули за минувшие сутки. Один из них подросток в Печоре, еще 3 молодые люди, которые отдыхали в Кировской области. При этом медики говорят, часто спасти утопающего можно, если вовремя вытащить его из воды и оказать ему помощь еще до приезда скорой. Таких примеров немало. Реанимацию своими силами может научиться делать каждый. Сегодня этому на пляже медики обучали отдыхающих. Мастер-класс от специалистов Центра медицины катастроф в материале Ольги Коняевой. Берегите себя, пожалуйста. У вас жизнь одна. 21 человек, из них 6 дети. Столько жизней за это лето уже унесла вода. Кто-то переоценил силы, кто-то и плавать-то не умел, но полез в воду, за кем-то не доглядели. В Печоре накануне вечером в районе поселка Набережный погиб при купании 17-летний подросток. Утонул на этой неделе старшеклассник в Выжимском районе, в столице Коми. Сразу несколько трагедий. Стихия непредсказуемая и не прощает ошибок. Правила простые и вроде все знают, но снова и снова вода забирает жизни. Сыктывкар в последние дни пополнил печальную статистику. В районе Кировского парка погиб мужчина, переплывавший реку. Есть жертвы в Заозерье и в Ильтыдоре. А на выходных в Алешино утонул 5-летний мальчик. Столичный пляж в местечке Кируль – это официально разрешенное место для отдыха и купания. Очищено дно, везде предупреждающие знаки, спасатели дежурят с 8 до 8. По сути, только в таких условиях купаться безопасно. В наших реках много водоворотов, ям и очень сильное, быстрое течение. Пьяных мало, потому что тут постоянно патрулирует полиция, пляж, ППС. Большое внимание обращаем в основном на детей, которые без родителей. Также смотрим, чтобы за буйки не переплывали те люди, которые плохо плавают. Да и вообще, чтобы не переплывали. В ряде самых разных служб по пляжам ежедневно снова и снова рассказывают правила. Не переохлаждаться и не перегреваться, не купаться в алкогольном опьянении, в одиночестве, только в прозрачной воде. А детям только под пристальным контролем взрослых. Мы за детьми следим, чтобы они не заходили в воду без нас, они с нами купаются. Я вот вообще не сажусь, не загораю, потому что вроде бы взрослый, я же говорю, а все время, каждую минуточку смотришь. Потому что затягивает, говорят, песок такой. Солнце теплое, песок жаркий, вода, хоть не выходи. Люди приветливые, все хорошо. Приходите на наш городской пляж. Еще бы организовали какой-нибудь медицинский пункт на случай, если вдруг кому-нибудь станет плохо. Если тонувшего сразу достали из воды, ему можно и нужно помочь, без промедлений. 3 признака: дыхание, зрачки, пульс на сонной артерии. Если этого ничего нету, необходимо приступать к реанимационным мероприятиям. В первую очередь человека переворачиваем на бок, чтобы вытекла вода изо рта и носа. Буквально на секунды. Немного запрокидываем голову пострадавшего, но чтобы не навредить шейным позвонкам. Дальше непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких. Ставим ладонью, чтобы пальцы не прикасались к телу, так? 30 раз? 30 раз. С какой скоростью? Скорость 110-120 ударов в минуту, 5-6 сантиметров. То есть на 5-6 сантиметров должна продавливаться грудная клетка. Да. Давим достаточно сильно. Стараемся, конечно, при этом не сломать ребра. 2 вдоха и 30 нажатий взрослому. Нос при вдыхании зажать, рот накрыть любой тканью, чтобы избежать возможного заражения какой-либо болезнью. Реанимация детская немного отличается. Массаж сердца ребенку делаем одной рукой, грудничку 2 пальцами. 15 нажатий и 1 вдох. Работайте всем телом. Вот руки прямые, руки у вас как рычаги используются. Параллельно даем четкие указания окружающим. Руководить спасательной операцией даже непрофессиональной должен 1 человек. Пока мы пытаемся спасти человека, сказать обязательно, кто есть рядом, чтобы вызывали обязательно скорую. И как вот нам сказал наш учитель, что обязательно надо встретить скорую, так как пляж он все-таки большой, и когда вызываешь скорую и говоришь о том, что на пляже произошло такой случай, скорая долго будет искать, на каком именно месте на пляже это произошло. Реанимацию продолжаем до прибытия скорой. Если человек ожил, его нельзя отпускать. И даже если тонувший человек не терял сознание, ему нужна медицинская помощь. Человек за раз может вдохнуть литр воды. И этот литр воды очень быстро у него в легких уйдет в кровь. Человек вдохнул большой объем воды, он всосался. Через полчаса или час у него возникает выраженное нарушение кровообращения, человек погибает.
Были случаи, говорят медики, когда и после 20 минут под водой человеку возвращали жизнь. Главное – быстрая первая помощь. Попытаться обязательно. Ольга Коняева, Артем Соколов, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.